Салам алейкум, ребятишки. Я сейчас сижу в вкусной точке. Я здесь прихожу иногда не для этого кушать, не для этой еды. Я вот пришла сегодня с намерением это снимать видео здесь, потому что на улице холодно, мороз, я здесь сижу снимать видео. Однако тоже здесь я сидела с одной знакомой, я держала пост, это не понедельник или четверг, это не помню, но это день я держала пост. Вот. Потом она и еще другая моя эта знакомая, они как это покушали, а я с ними сидела. Они говорят, как ты это не кушаешь? Я говорю, на улице я не кушаю. Вот такие встречи у меня бывают. Это точка. Сегодня я пришла с намерением это снимать видео. Я не кушаю на улице, не кушаю как это в KFC, это не кушаю в закрытую точку. Всякие же есть это место. Я не кушаю. Потому что я же рассказала вам, что я в школе не кушала. А это KFC, это просто точка кушаю. Дома я кушаю, дома я пью. Даже я воду не пью на улице. Я такой человек. Вот. Не то, что не нравится, просто я не привыкший человек к таким идеям, которые не дают вкус. Это я попробовала вот это, однако это были вкусоточки, пробовала ради интереса. Вкус не дает мне. Я говорю, не чувствую никакой вкуса, никакой это не дает этого, как это говорят. Не чувствую, что я кушаю. А домашние еды я сама готовлю. Чувствую, что я кушаю. Когда человек чувствует, что кушает, это дает же это как это, как говорят, дает кайф, да, называется, кайф, дает это радость мозг человека. Да, вот так. Так что я нахожу вкусную точку. То есть это общественное место, поэтому я громко не могу разговаривать. Однако мы были в этой хирургии лекции, а в зале студент говорит, а мы не слышим, говорит, что вы читаете там преподаватель? А преподаватель говорит, тихо сидите, все слышите. Поэтому если вы внимательно, тихо будете слушать мое видео, будете слушать, будете это понимать, что я говорю. Я тихо говорю здесь, потому что в общественном месте. Здесь люди сидят, да, кушают, отдыхают. А я не хочу никого мешать, не хочу никому это принести как это неудобство. Не было как это неудобно. Поэтому моя религия такая религия. Вот так. Красиво, да, сказал наша преподаватель по хирургии. Тихо сидите, все слышите. Ну, они в зале сидят, студенты, они всегда и так шутят, смеются. Там как это шум. Конечно, потом не слышишь, что она читает лекции. Однако еще у нас лекция про это была, паразитов. Паразитов, гельминтов, потом преподаватель, она инфекционная, это по инфекции у нас была эта лекция. Она объясняет, что какой это паразит, как это влияет на человека, какие они бывают, лимиты какие бывают, сколько это миллиметров, сколько сантиметров бывает. Потом был там, что как они кушают, как там они питают внутри человека, потом как вредит человека, какие это нехорошие, ну, что да, внутри человека. Потом преподаватель говорит, ой, как это некрасиво повредить человека. Потом сзади меня сидит студент, говорит, ой, как вкусно, говорит, паразитов, говорит, какие они вкусные, какие они сладкие. Какой мир, говорит, паразитов, какие они вкусные, какие они сладкие. Вот так это. Ну, медицина как это всегда так это смешнее бывает. Да, всегда в медицине это есть шутки всякие. Это. Однако во время лекции наша однокурсница, она спит. Прямо спит, где-то рядом преподаватель, она читает лекции. Она спокойно руку вот так ставила, голову вот так ставила и спит. А преподаватель ничего это не замечает, ничего не говорит. Ну, 21 век во дворе. Я еще говорю, как она видит, ничего не говорит. Студент спит, она лекции читает. Однако еще одна моя однокурсница, у нее говорит была, она вот который нюхает, вот такой маленький, это, она засунула нос и вот так сидит, лекции читает, потом пишет. А я сфоткала на телефон, когда преподаватель перестал читать и объяснять, я тихо сфоткала ее, потом я ей скинула, она говорит, Фируза, что ты делаешь?
Я говорю, ты впереди студентов сидишь, говорит, с такими-то, такой-то препарат, да? Висит, говорит, тебе на нос здесь, говорю. Тебе же скинула, никому не скинула. Она говорит, ну ты даешь фируза. Сфоткала, скинула. Вот такие моменты бывают смешные, моменты во время учебы. Вот так. Так что так преподаватели, они тоже как это уважают студентов. Студенты тоже не уважали преподавателей. Любим как это своих учителей преподавателей. Потому что они нам дали знания. Еще, во-первых, на первом курсе были преподаватели наша одна. Она рассказала нам, что это живое общение ничем не заменит. Да, живое общение ничем не заменит. Сейчас живое общение не так это популярно. Раньше было популярно, правильно? Сейчас живое общение очень мало кто вообще это живет. Так что не забывай ставить лайк, подписаться и поделиться, пожалуйста. Благодарю за внимание.